Привет! Лето запело всеми красками, и вы наверняка уже куда-нибудь собрались. И неважно куда, на дачу, к бабушке в деревню, в другой город к родственникам, на море, может быть. Мы составили для вас небольшой списочек того, на что нужно обратить внимание, собираясь в поездку. Итак, чек-лист, путешествие и диабет. Поехали! Во-первых, лучше взять справку у лечащего врача, подтверждающую наличие диабета. Это послужит обоснованием перевозки в ручной клади инсулина, тест полосок, глюкометра и других нужных штучек, которые диабетики всегда таскают с собой. На время отпуска необходимо взять достаточный запас инсулина. Его можно рассчитать следующим образом. Средний расход инсулина для дней отпуска плюс 2 дополнительных пенфила или шприц-ручки. А некоторые просто советуют взять в 2 раза больше инсулина, чем вам нужно обычно. Ну и про контейнер для хранения инсулина, конечно, не забываем. Обратите внимание, что количество тест-полосок должно быть минимум в 2 раза больше обычного. А если вы не знаете, какой пенал для хранения инсулина взять с собой в поездку, то у нас на канале есть микрообзорчик на эту тему. Посмотрите, пожалуйста. Проверьте, необходима ли вакцинация, не истекает ли у вашего инсулина срок годности, достаточно ли у вас тест-полосок, ланцетов, батарей для глюкометра, инсулиновой помпы, не истечет ли срок годности тест-полосок во время путешествия. Во время летнего отдыха используемый инсулин всегда нужно защищать от прямых солнечных лучей и нагревания выше 40 градусов. Его можно спрятать в носовой платок, а придя на пляж, убрать в тень или под лежак. Помните, что температура может влиять на ваше оборудование и инсулин. На случай непредсказуемой задержки следующего приема пищи с собой обязательно необходимо брать углеводсодержащие продукты, такие как фрукты и хлеб. Если вы путешествуете в одиночку, с собой необходимо иметь карточку с вашими данными или браслет с информацией о том, что у вас диабет. Если вы планируете путешествие за границу, необходимо выяснить условия проживания в этой стране, оформить необходимую страховку и узнать, какой инсулин продается в той стране, куда вы едете. Также важный момент, на который стоит обратить внимание – единицы измерения уровня глюкозы в разных странах. В некоторых странах глюкоза измеряется в миллимолях, в других – миллиграммах на децилитр. В нашей стране, Беларуси, используются миллимоли. Чтобы перевести миллиграммы на децилитр в миллимоли, разделите значение на число 18. Чтобы перевести миллимоли в миллиграммы на децилитр, умножьте значение на число 18. Во как! Ну вот и все, пользуйтесь, на здоровье! Всем отличного отпуска, ровных сахаров и яркого лета! Ролик создан по материалам школы диабета Брест, доктора-эндокринолога Виктории Александровны Козель. Присоединяйтесь!